Сегодня мы отмечаем День Победы. Второй год подряд празднование в Коми, как и в целом по стране, проходит скромно. Масштабные торжества запрещены по понятным причинам. Тем не менее, в этот раз у жителей республики была возможность отдать честь участникам Великой Отечественной. Александра Головина с самого утра работала на Сыктывкарском мемориале «Вечная слава». Мемориал «Вечный огонь» – отправная точка в большой череде праздничных событий. 76-ю годовщину со Дня Победы столица Коми встречает действительно насыщенной программой, но все строго в рамках эпидемических требований с минимальным количеством зрителей. Семья Пешкелевых в большом составе. Здесь каждое 9 мая. Фамилия их прадеда увековечена на этой мемориальной плите. Герой семьи, страны и нашего народа. О нем родные и сегодня вспоминают со слезами на глазах. Сначала не знали, где он погиб, и когда вернулся его сосед, он рассказал историю, что видел, где он погиб, как он погиб. Очень трагичная история. Каждый раз, когда вспоминает сын его, который был совсем маленьким, он 40-го года рождения, всегда он плачет. И мы вот со своими детьми пришли сюда, чтобы они не забыли. А как же без слез? Этот день для нас хоть и радостный, но очень тяжелый. С фронта не вернулся почти каждый второй. Сегодня принять участие в празднике удалось лишь единицам, и это дорогого стоит. Эдуард Матюшин на церемонии возложения в списке первых, свои 90 с небольшим, бодр и весел. На момент начала войны ему было всего 12. Тогда и закончилось детство. Я видел войну. Во время войны я подростком работал на железнодорожном транспорте. На железнодорожнику была бронь. Как бронь была снята, с 49 года, 53 год я служил в Прикарпатском военном округе. 4 года. Знаю, кто такие бандеровцы, принимал участие в их разгроме. В почетной церемонии, как и всегда, первые лица республики. На Вечном огне с самого утра немноголюдно. Сюда горожане стекаются ближе к полудню. У каждого своя история. Наверное, каждая семья прошла через войну. У меня 2 дяди погибли. Один пропал без вести, один был танкистом и на Смоленской земле похоронен. Я его знаю. А вот другого дядю, который пропал без вести, его не нашла. У меня дед воевал 2 войны, даже 3 финскую, отечественную и японскую. Я в Афгане служил. А пришел я почтить память великой, воинам Великой Отечественной и своим пацанам. Мы всегда чтили память наших прародителей. У нас, как видите, их очень много фронтовиков, много тружеников тыла, много детей войны. Поэтому для нас это очень серьезный и важный праздник, наверное, самый главный в году. И дети у меня уже с самого рождения ходят в рядах бессмертного полка города Сыктывкара и других городов нашей республики. И, конечно, для нас это очень значимо. Оружейные залпы в память о погибших, а дальше автопробег. И тоже для Сыктывкара очень скромный. 3 десятка машин с георгиевскими лентами, флагами. Это для столицы республики своего рода традиция. Участникам не хотелось ее нарушать. Поэтому скромно, без особого размаха, но с делом и честью. Уходят ветераны, уходит мир иной. Уходят ветераны на вечный свой покой. 4 года бились мы за рубежи страны Советов. И лозунг был у нас один: фашизма нет на белом свете. Александра Головина, Наталья Юрина, Артем Соколов и Олег Жуковский. Телеканал Юрган, Сыктывкар.